Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, зачем автоледи остановилась прямо посреди перекрестка. А он меня вытолкнул. Не знаю, 160, не знаю, 140 проехать, я не знаю. И к чему это привело? Покажем, как молодой человек перепутал собственные штаны с магазинной тележкой. Почему ты засунул штаны с рыбой? У меня вообще ничего не было. Ты знаешь, на тебя тоже заявление поступали? У меня-то ничего не было. И что у него в брюках делала рыба? А также подскользнулась, упала, очнулась в суд. Мы рассматриваем гражданское дело по иску Дьяконовой Флёры Ибрагимовны к обществу с ограниченной ответственностью. Как женщина пыталась взыскать моральный ущерб за скользкую дорогу и что из этого вышло? Это и не только прямо сейчас. Проехала половину перекрестка и остановилась перед вторым светофором. И это, по мнению ехавшего сзади мужчины, и стало основной причиной аварии. Сегодня днем на проспекте Победы столкнулись две «Лады Калина». Одну из них после удара отбросила вперед за пешеходный переход, перед которым и остановилась автоледи. Подробнее расскажет Рамиль Шайдуллин. А он меня вытолкнул. Не знаю, 160, не знаю, 140 проехать, я не знаю. По словам автоледи, она ехала по проспекту Победы, подъезжала к дорожному переулку. Один светофор до перекрестка она проехала, когда там горел зеленый. Следующий, метрах в 60, переключался с желтого на красный. Автоледи рассказывает, решила остановиться, пропустить пешеходов. Люди уже были готовы ступить на зебру. Я там хотел остановиться, уже этот зеленый скончался, желтый начал гореть. Я хотел остановиться, тут пешеходный народ выходит. А он раз, бац, и все, меня толкнул, и сюда вытолкнул. Второй участник аварии рассказывает, не был готов к столь резкой остановке впереди идущего автомобиля. Был уверен, раз выехали на перекресток на разрешающий сигнал, то надо закончить маневр, даже если загорелся красный. Не ожидал. Пешеходов, говорит мужчина, не видел, но уверен, что им в этот момент все равно еще горел запрещающий сигнал светофора. Она говорила, что здесь пешеходы уже пошли, это так? Нет, не было. Пешеход, ну какой мигающий зеленый был. Участники дорожного происшествия дожидаться автоинспекторов не стали. Зарисовали схему и отправились в Центр оформления дорожных происшествий. Там сотрудники ГИБДД определят виновного в столкновении. Рамиль Шайдуллин, Ленар Геннатуллин, Андерсон Тальцев. Вызов 112. Одно недопонимание привело к столкновению трех автомобилей на улице Восход. По предварительной версии, ВАЗ-2114 и «Шевроле Круз» двигались с улицы Серова в одном направлении. Доехав до пересечения с улицей Блюхера, владелец иномарки повернул во двор. Такой маневр стал полной неожиданностью для едущей рядом автоледи. Как итог, отечественный транспорт снес «Шевроле», затем иномарку отбросило на припаркованную «Газель». О чем говорили водители, знает Анна Городнова. Он нарушил правила дорожного движения. Он с правой стороны, он создал ДТП. Вдобавок он еще на зимней резине ездит. По мнению автоледи, вся ответственность за произошедшее полностью лежит на водителе «Шевроле». Отметила, что двигалась с ним в одном направлении по улице Восход, пока на пересечении с улицы Блюхера соседний автомобиль не повернул налево во двор. По версии девушки, хозяин иномарки сделал это с крайней правой полосы, чем застал ее врасплох. Он еще увидел, что я новичок, и меня, новичка, со знаком взял и, получается, подрезал. Он уже правила нарушил. А он поворотник включал, ничего такого не делал? Он поворотник включил в последний момент. Он вдобавок после этого всего забрал с машины видеорегистратор и ушел с ним. На неопытности девушки настаивал и водитель «Шевроле». Мужчина не считал себя виноватым и заявлял о своей правоте. Аргументировал тем, что выполнял поворот не по правой, а по левой полосе. Доказать это автоинспекторам он намерен не только словами. Девушка неопытная, видит. Я перестроился на свою крайне левую полосу. Ехал еще некоторое время по левой полосе, начал поворот, маневр. И уже на середине маневра как толчок получил. То есть вы не справа поворачивали полосу? Нет, своей крайней полосы. То есть регистратор есть, видео имеется. А там все видно, да, то, что вы так? А за то, что утверждает, что вы бежали, что с регистратором не было такого, что схватили. Я домой заходил, дочка меня была с собой. После столкновения «Шевроле» отбросила на припаркованную «Газель». Но, несмотря на тройное столкновение, в аварии никто не пострадал. Вину свою не признал. Теперь того, кто понесет ответственность за случившееся, будут выявлять автоинспекторы. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
А на улице Ломжинская столкнулись «Лада Гранта» и «Опель Вектра». Как рассказал водитель последний, он остановился для разворота в предназначенном для этого месте. Включив поворотник, молодой человек стал ждать удобного момента, пропуская встречный поток. Но дождался он лишь удара сзади. Иномарку протаранила «Лада Гранта», из-за чего ту развернула почти на 180 градусов. Впрочем, владелец отечественного транспорта свою вину признавать не спешил. В результате ДТП 46-летняя пассажирка иномарки получила ушиб шейного отдела позвоночника. На Танковом кольце Toyota Camry резко перегородила главную дорогу, по которой ехал Mitsubishi Lancer. Водителю последнего ничего не оставалось, кроме как приложить все усилия и опыт, чтобы избежать аварии. Удалось ли, знает Ленар Гинатуллин. Водитель «Тойоты» выезжал на Танковое кольцо с проспекта Универсиады. Рассказывает, прекрасно понимал, что нужно пропустить ехавшие по кольцу Mitsubishi, но сильно торопился и решил проскочить. Только когда тронулся с места, понял, что не успеет, а тормозить было уже поздно. Думал то, что успею, а в итоге не успел. Водитель Mitsubishi, увидев выехавшую на перерез иномарку, пытался избежать столкновения, вывернул руль влево. Объехать препятствие у него почти получилось, он всего лишь слегка задел передний бампер «Тойоты». Но дальше справиться с управлением не смог, вылетел с дороги и снес дорожный знак. Комментировать произошедшее отказался. Не надо ничего снимать, не надо. Водитель «Тойоты» свою вину в ДТП признал и обязался оплатить испорченный по его вине дорожный знак. Я сам буду оплачивать, штраф там. Сколько-то рублей там будет, тенденная сумма, и все. Прибывшие на место ДТП сотрудники автоинспекции оформили все необходимые документы и освободили проезжую часть для остальных участников движения. Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев, вызов 112. Несколько тысяч рулонов сена сгорели в Балтасинском районе. Пожар произошел на ферме в деревне Чутай. Площадь возгорания составила 720 квадратных метров. Боролись с огнем 17 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось только спустя 3 часа после обнаружения очага. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Сгорели около 2400 рулонов сена. Причина пожара выясняется. Перепутал свои штаны с магазинной тележкой. Так объяснил нетрезвый молодой человек наличие дорогой рыбы с внутренней, прилегающей к телу стороны своих брюк. Попала она туда во время потасовки, которую устроил его знакомый в одном из супермаркетов на проспекте Победы в Казани. Сотрудников группы быстрого реагирования охранного предприятия вызвала продавщица, когда один из посетителей магазина хотел ударить ее и приставал к другим сотрудницам. Как рассказали работники торговой точки, неадекватные молодые люди кидались фруктами и тележками, и когда все внимание сотрудников было привлечено к одному молодому человеку, второй попытался засунуть дорогую рыбу себе в штаны. Но то, что не увидели люди, зафиксировали камеры наблюдения. Обоих молодых людей задержали сотрудники охранного предприятия и передали в руки полицейских. Я сам попробую извиниться, честно. Не хочешь она ваш? Я денег не отдам, потом, а? А зачем рыбу ты взял тогда? Какую рыбу? У меня не было рыбы. Вот посмотри в камеру, у меня не было рыбы. А у меня была рыба дома. Рыба штаны сама заполнила? У меня дома. У меня не было здесь, клянусь. У меня не было. Может, рыба? у нее спросить. У кого была рыба? Я не знаю, у кого. Ребят. Почему ты засунул штаны рыбу? У меня вообще ничего не было. Ты знаешь, на тебя тоже заявление поступает? У меня-то ничего не было. Его маму, я знаю Паспорт принесите пока. Когда после с тобой? Я перепутал с тележкой. Поскользнулась возле магазина и сломала руку. Сегодня в Московском районном суде Казани рассматривался иск женщины к одному из продуктовых магазинов, по вине которого, как считает истец, они и получили травму минувшей зимой. Она посчитала, что получила как физический, так и моральный ущерб. Решила взыскать его в судебном порядке. Добровольно магазин платить не хотел. В общей сложности затребованная сумма превысила 100 тысяч рублей. Что в итоге решил суд, знает Айгуль Батрудинова. 12 февраля этого года Флёра Дьяконова шла на работу по улице Восстания. Проходя мимо продуктового магазина, не смогла пройти дальше. Прямо на тротуаре стоял грузовик с товаром. Прерывать разгрузку и убирать машину, чтобы пропустить пешехода, рабочие не стали. Они попросту попросили женщину пройти по металлической платформе, на которую разгружали товар. Ступив на него, женщина подскользнулась, упала, в итоге сломала руку. Оставлять это просто так не захотела и решила через суд взыскать с магазина компенсацию вреда и морального, и физического. Мы рассматриваем гражданское дело по иску Дьяконовой Флёры Ибрагимовны.
Сама пострадавшая на заседание не явилась, и ее интересы отстаивал представитель. Просим за причиненный ущерб взыскать компенсацию морального вреда в указанном размере. Представитель торговой сети так и не явился на заседание. Суд решил рассмотреть дело, несмотря на отсутствие ответчика. Суд на месте определил рассмотреть данное гражданское дело в отсутствии не явившегося ответчика, представителя общества с ограниченной ответственностью. В качестве компенсации за моральный вред здоровью истец запросила 100 тысяч рублей, обосновав сумму тем, что она больше 3 недель не могла выйти на работу и отменила запланированный на это время перелет. Билеты были уже куплены. Также истца поддержал и прокурор, но с небольшой оговоркой. Данными требованиями мы их поддерживаем, однако сумма, размер причиненного компенсации морального вреда просим применить соответственно постановлению Верховного суда. В итоге суд вынес решение взыскать с магазина 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 2900 рублей возмещения стоимости медицинских услуг. Сразу после падения женщина обратилась не в травмпункт, а в платную клинику. Айгуль Бадрудинова, Ленар Гинатуллин, Андрей Сентальцев, «Вызов 112». Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.